Вот так. В Нестеровской сельской библиотеке сегодня точно не день тишины. Наоборот, здесь многолюдно, шумно и празднично. Под аплодисменты жители режут красную ленточку. Так в Нестеровской открывают свой, без преувеличения, ультрасовременный уголок знаний. Еще вчера это была обычная сельская библиотека, а сегодня яркое технологичное пространство, открывающее жителям доступ к мировым информационным ресурсам. Поздравляю жителей Нестеровки и вообще весь наш народ. Это все-таки вклад в копилку наследия нашего народа ингушского. С открытием модельной библиотеки жителей селения поздравил и генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. В своем видеообращении он подчеркнул, такие проекты стирают границы между столицей и регионами, делая знания и технологии доступными для всех. Уверен, сегодня вы увидите, как радость и вдохновение наполняют библиотеку. Наша цель – сделать так, чтобы интерес читателей усиливался, чтобы именно здесь, в библиотеке, они находили не только знания и творчество, но и внимание и всемирную поддержку. А для кого-то этот день стал личным праздником. Десятилетний Мухаммад Чаниев из первой школы уже успел пробежаться по всем стеллажам. Он очень любит читать, но из-за небольшого выбора книг в домашней библиотеке ему даже пришлось трижды перечитать «Колобка». Теперь глаза разбегаются от разнообразия. Наша семья не очень увлекается литературой. Для этого у нас мало книг. Я очень рад, что тут построили новую библиотеку. Я теперь после школы каждый раз буду сегодня заходить сюда и читать любые книги. Прочитать действительно есть что. Жанры на любой вкус. Фэнтези, детективы, драма, зарубежная классика. Художественная литература – отдельный уголок посвящен ингушскому фольклору и литературе. Но библиотека нового поколения – это не только книги, это еще и 7 комфортных зон от творческой мастерской для молодежи и мультимедийной площадки с компьютерами, где можно найти любое произведение в цифровом формате, до уютного читального зала и интерактивно-игровой для самых маленьких. Все продумано до мелочей, включая доступную среду для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. В данной библиотеке все абсолютно присутствует. Также хочу сказать про современный дизайн, который присутствует в библиотеке. Он также соответствует всем современным требованиям, то есть это минимализм, не кричащий дизайн. Мне кажется, для молодежи это очень важно. Также могу сказать, что для жителей сельской местности это такая большая благодать. Такое преображение стало возможным благодаря национальному проекту «Культура». Модельная библиотека – это федеральный стандарт, подразумевающий полную модернизацию от ремонта по дизайнерскому проекту до подключения к национальной электронной библиотеке, установки станции самостоятельной книговыдачи и внедрения электронных читательных билетов. Такие центры сегодня жизненно необходимы, чтобы маленькие села не оставались в информационной изоляции. Это не только место для хранения книг. Это место сегодня, где можно собраться молодежи, посидеть, пообщаться. Есть компьютеры, где они имеют доступ к информации. В Ингушетии сейчас всего 5 таких современных пространств. 4 других открыты в Сунжском районе, а 5 в Малгобекском. Это не предел. Уже поданы документы на создание модельной библиотеки в Доме культуры Галашки. Так что население Сунжского района уверенно догоняет технологический прогресс. В 2021 году мы выиграли грантовый конкурс, и у нас в сельском поселении Мужичи модельная библиотека полностью была преобразована, это филиал библиотеки, в модельную библиотеку. В сельском поселении Аштын тоже у нас в 2023 году мы выиграли конкурс, и филиал Аштынский у нас преобразовался в модельную библиотеку. В 2025 году мы подали заявку на 2 филиалов. Это в сельском поселении Алкун и Нестеровское, где в 2025 году, это для нас очень отрадно, что в республике прошли все 2 библиотеки, филиалы именно Сунжского района. Таким образом, разрезание красной ленточки в Нестеровском – это не просто открытие нового храма знаний. Это открытие новых возможностей для детей, молодежи, старшего поколения. Это инвестиция в будущее села, где ультрасовременный формат гармонично дополняет любовь к чтению. Теперь у жителей селения есть свое окно в большой мир знаний. Яркое, технологичное и очень уютное. Рина Цичоева, Адам Глоев, Хасан Евлоев, Магаз 24.